Две стороны одного конфликта. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как Кыргызстан оккупировал водораспределительный пункт и провоцирует конфликт. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. 28 апреля в 16 часов на участке водораспределительного пункта Головной произошел конфликт между жителями приграничных районов Таджикистана и Кыргызстана. Отмечается, что водораспределительный пункт находится в верховьях реки Исфара, вблизи села Ходжаи-Аилло Джамуата Чаркух. Пресс-служба погранвойск подчеркивает, что конфликт произошел при подстрекательстве граждан Кыргызской республики во главе с председателем района Баткен Аразовым Акылбеком. В результате данного инцидента пострадали 7 граждан Республики Таджикистан, которые из-за забрасывания сторон камнями получили телесные повреждения различной степени тяжести, отмечается в сообщении. Данное сооружение расположено вдали от кыргызских населенных пунктов, однако власти Кыргызской республики специально мобилизуют своих граждан из отдельных населенных пунктов и подстрекают их к межнациональному конфликту. В соответствии с картами 1924, 1927 и 1989 годов данное гидросооружение полностью находится на территории Республики Таджикистан. Оно построено еще в 1968 году и предназначено для осуществления ирригационных работ и полива земледельческих хозяйств приграничных городов и районов Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. Однако Кыргызская республика в одностороннем порядке оккупировала данное сооружение и против мирного таджикоязычного населения приграничных районов используют возможности бойцов специального назначения, переодетых в гражданскую форму, говорится в заявлении пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан. Как вы относитесь к сложившейся ситуации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Но у Кыргызстана своя версия. Погранслужба Кыргызстана сообщает, что конфликт возник из-за того, что на территории участка Головной водораздел таджикская сторона начала устанавливать камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. В момент установки второй видеокамеры прибывшие на место кыргызские пограничники и сотрудники ОВД по Баткенской области потребовали приостановить работу по установке видеокамер. Кыргызская сторона потребовала демонтировать видеокамеры. В ходе переговоров прийти к единому мнению не удалось. Позже жители приграничного района Республики Кыргызстан, прибывшие на территорию водозабора, стали спиливать столб с установленной на нем видеокамерой, проинформировали в погранслужбе. По данным погранслужбы Кыргызской республики, на месте конфликта с обеих сторон собрались около 100-150 человек, и противостояние между гражданами переросло в закидывание камнями. Отмечается, что во время закидывания камнями кыргызстанец получил ушиб мягких тканей в области лица. В мэрии города Исфары подтвердили установку камер видеонаблюдения, но отметили, что кыргызская сторона тоже установила камеры, и кыргызская сторона не допускает специалистов водного хозяйства к замеру уровня воды. Вокруг гидросооружения кыргызской стороной установлены камеры видеонаблюдения, освещения и ряд инженерных объектов оборонно-наступательного характера. Они не допускают граждан и специалистов управления водного хозяйства города Исфары для контрольного замера уровня воды и забора. Все требования таджикской стороны они называют необоснованными. В результате население и сельские хозяйства Таджикистана в поливной сезон испытывают трудности в обеспечении водой, отметил источник. По его словам, камеры были установлены в целях наблюдения за стратегически важным гидросооружением для уровня контроля воды и ее распределения. Однако кыргызская сторона потребовала убрать камеры видеонаблюдения с территории объекта, тогда как объект принадлежит Республике Таджикистан и полностью находится на нашей территории. В связи с необоснованностью требований кыргызских представителей это было оценено как давление на таджикскую сторону, и камеры таджикской стороной не были сняты. Как вы относитесь к сложившейся ситуации? Разве не может Кыргызстан просто предоставить доступ к своим камерам, и тогда и Таджикистан, и Кыргызстан смогут отслеживать ситуацию на пункте? Разве это не могло стать выходом? Как вы думаете? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Цените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!